Из-за долгов компания «Строймонтаж-2002» не может достроить дом в Якутске. Порядка 400 дольщиков ждут заселения. Ситуацию под контроль взял Минстрой Республики. К чему привели переговоры, если выход из ситуации, разбиралась Саргалана Захарова. Да, у людей уже нервное напряжение, понимаете, да в тот раз 50 человек пришли, мы к ним в офис, да, там уже решили, некоторые говорят, мы выйдем в конце сентября, выйдем и перекроем автотрассу, говорят. На такие радикальные меры готовы пойти дольщики компании «Строймонтаж». 12-этажный дом изначально планировали сдать еще в конце 2016 года. Однако сроки переносят из одного квартала в другой уже в течение 2 лет. Раиса Рожина специально приехала за 1000 километров из арктического Аллаиховского района. Обещали осенью заселить. Хотела провести ремонт в квартире, даже отпуск взяла по такому случаю. Мы сейчас теряем деньги, да, у нас идут двойные расходы, мы, значит, арендуем. У всех дети, студенты, да, вот поэтому нам бы хотелось конкретно, вот сейчас будет пуск 25-го, да, ключи будут выдаваться для ремонта или как? Ни квартиры, ни ремонта, а застройщик вновь обещает новые сроки. Вот мы по этому графику планируем к концу этого года все-таки решить все наши финансовые проблемы и все. На этот раз держать слово вполне реально. Дом почти готов. Проблемы возникли с техническим присоединением. У застройщика крупная задолженность перед коммунальщиками. 48 миллионов рублей в общей сложности за воду, канализацию и электричество. Из-за этого не могут подключить тепло, а без него в грядущий холодный сезон работа на стройке встанет. Причина накопившихся долгов – застройщик не рассчитал свои силы. В связи с тем, что он параллельно начал строить несколько объектов, жилых домов, реализация квартир идет довольно-таки слабо. Все это, конечно, тянет вниз финансовую составляющую. Выход из ситуации есть. Общая стоимость всех помещений в разы превышает сумму задолженности. Остается их только продать. Минстрой готов пойти навстречу. По программе обеспечения жильем детей-сирот у нас есть потребность по городу Якутску на 205 квартир. Из них в текущем году где-то порядка 67 квартир необходимо приобрести. Для этого компании нужно пройти процедуру конкурсного отбора. А вот сами представители застройщика заверяют, необходимые средства появятся с продажи нежилых помещений в этом же доме. Но когда появятся покупатели, неизвестно. Тем временем очередной срок сдачи дома наметили на 25 декабря. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Якутск.